годы гражданской войны 1917-1922 годов территории губерний, вошедших в состав современной Мордовии, неоднократно становились прифронтовой зоной. Впервые это произошло в 1918 году, когда в Среднем Поволжье был создан Восточный фронт, перед которым была поставлена задача разоружения солдат Чехословацкого корпуса и разгрома Народной армии Камучи. В составе Восточного фронта летом 1918 года было создано 5 армий, одна из которых была тесно связана с нашим краем. Так, в Саранске, Пензенской губернии, с 15 августа 1918 года по апрель 1919 год находился мобилизационный отдел штаба 1-й армии Восточного фронта, перед которым стояла задача формирования запасных частей Красной армии. В нашем музее хранится множество материалов, которые так или иначе проливают небольшой свет на данное событие. Обстоятельства создания данного органа были связаны с поражениями 1-й армии Восточного фронта летом 1918 года. В связи с тем, что войска очень сильно нуждались в пополнениях, а центральное командование, местные военкоматы не могли оказать армейскому командованию необходимой помощи из-за своей неорганизованности и неналаженности работы, перед армейским командованием, которое в то время включало в себя командующего 1-й армии Михаила Николаевича Тухачевского и 2 политических комиссаров Оскара Юльевича Калнина и Валериана Владимировича Куйбышева, стояла задача взять необходимость решения данной проблемы в свои руки. Первый шаг на пути к этому делу был предпринят в конце июля 1918 года, когда был создан так называемый мобилизационный подотдел в составе политического отдела, на который как раз была возложена задача формирования добровольческих отрядов из населения прифронтовых территорий. Руководителем этого органа был назначен молодой московский большевик Шаймардан Нуриманович Ибрагимов, который приехал в расположение 1-й армии по партийной мобилизации. Однако идея с созданием добровольческих отрядов оказалась не совсем жизнеспособной по той причине, что местное население отказывалось добровольно вступать в Красную армию. Поэтому армейское командование в конце июля-начале августа 1918 года принимает решение начать мобилизацию населения Симбирской и Пензенской губерний. После того, как в распоряжении армейского командования стали сосредотачиваться первые призывники, перед руководством возникла новая задача, где же разместить указанное количество будущих солдат. И в качестве такого пункта был выбран Саранск Пензенской губернии, где находились достаточно большое количество казарм, доставшихся Красной армии по наследству от Российской императорской армии. Кроме того, Саранск находился в прифронтовой зоне и был связан с действующей армией при помощи железнодорожной ветки. Кроме того, перед мобилизационным подотделом в итоге было сосредоточено огромное количество функций, поэтому 15 августа 1918 года было принято решение реорганизовать мобилизационный подотдел в мобилизационный отдел. Руководителем этого органа остался Шаймардан Нуриманович Ибрагимов. После прибытия в Саранск, буквально в первые же дни, перед сотрудниками нового органа, в состав которого входило всего лишь несколько политических комиссаров, возникли первые проблемы. Прежде всего нужно отметить, что не все военные комиссариаты соглашались отправлять призывников в Саранск. Связано это было с непростой системой подчинения уездных органов губернским, поэтому многие военкоматы считали, что они подчиняются именно губернским властям, а не мобилизационному отделу, который был сформирован, невзирая на какие-либо штатные расписания и так далее. Фактически это была инициатива армейского командования, которая ни с кем не была согласована. Поэтому долгое время часть призывников отправлялась в Алатырь, где в то время находился губернский центр Симбирской губернии. Также довольно непросто складывались взаимоотношения с саранским руководством. Например, сотрудники мобилизационного отдела считали, что саранские власти, совет, исполком, военный комиссариат должны оказывать достаточно активное содействие армейскому командованию в деле создания запасных частей. Саранские власти считали наоборот, что всю работу по данной деятельности должны выполнять армейские работники. Из-за несогласованности и отсутствия разграничения обязанностей между мобилизационным отделом и саранскими властями очень часто происходили всевозможные трения, которые, конечно же,
сильно препятствовали процессу создания запасных частей. Даже в качестве примера можно привести следующий факт. То самое здание, в котором разместился мобилизационный отдел, это бывший дом купца Бараблина. Ныне это музей народной культуры. Был получен лишь только после длительной переписки. В принципе, подобные случаи происходили постоянно. Неудивительно, что в подобных условиях, когда и мобилизационный отдел, и саранские власти не могли обеспечить местных призывников ни продовольствием, ни обмундированием, ни даже хорошими зданиями, так как казармы находились в неудовлетворительном состоянии, первые впечатления призывников, которые приезжали в Саранск, были не совсем благожелательными, скажем так. Например, здесь также стоит отметить, что общее настроение крестьян прифронтовой полосы, которых зачастую направляли в части Красной Армии насильственным способом, то есть именно так происходили мобилизации, относились к происходящим вокруг них событиям достаточно негативно. Поэтому неудивительно, что в прифронтовой зоне очень часто происходили многочисленные крестьянские восстания. Одно из самых крупных произошло в городе Курмыш Симбирской губернии в начале сентября. Оно было настолько опасным и представляло угрозу всей мобилизации, которая в то время происходила в прифронтовой зоне, что Ибрагимов вместе с вооруженным отрядом сам вынужден был отправиться на подавление этого выступления. Первое, с чем столкнулись призывники, это, конечно же, плохие казармы. Несмотря на то, что их было достаточно много, были деревянные казармы, были каменные казармы, они находились в неудовлетворительном состоянии. Окна были выбиты, полы разрушены. Кроме того, все они были буквально засорены всевозможным мусором, поэтому требовалось достаточно много времени и сил, чтобы их отремонтировать и привести в необходимый вид. Однако из-за уже упомянутых выше столкновений между мобилизационным отделом и саранскими властями окончательно отремонтировать казарму удалось лишь только в 1919 году, то есть в самом начале года. В то время как уже осенью 1918 года в Саранске было сосредоточено около 7 тысяч призывников, то есть достаточно большое количество солдат. Кроме того, возникали проблемы с продовольствием. Из-за его отсутствия крестьяне долгое время вынуждены были питаться теми продуктами, которые они привозили с собой из деревни. Отсутствовало обмундирование, поэтому первый эшелон на фронт отправлялись без обмундирования. Крестьяне были одеты в ту одежду, в которую они также приехали в Саранск. Кроме того, стоит отметить, что из-за большой скученности людей и неудовлетворительного состояния казарм вскоре в Саранске началась эпидемия неизвестной болезни, которую первоначально приняли за сыпной тиф. Однако вскоре после консультации с московскими врачами выяснилось, что это испанский грипп, и лишь только после этого местные власти стали предпринимать какие-то попытки для того, чтобы эту болезнь победить. Солдаты, конечно же, всяческим образом пытались либо исправить существующее положение, либо каким-то образом на него повлиять или приспособиться к существующим условиям. Конечно же, были волнения. Неоднократно солдаты подходили к зданию мобилизационного отдела и выкрикивали многочисленные требования о том, чтобы предоставили продовольствие, обмундирование и так далее. Учитывая то, что солдатская масса в то время представляла такую достаточно взрывоопасную массу, сотрудники мобилизационного отдела предпринимали попытки мгновенно, оперативно реагировать на эти требования, чтобы солдаты не пускались на такие серьезные выступления. Учитывая тот факт, что среди сотрудников мобилизационного отдела было достаточно много политических работников, они пытались решить указанную проблему при помощи хорошо известных им способов, при помощи агитации и пропаганды. Например, в одной из церквей города был открыт красноармейский клуб, в котором действовали библиотека, изба-читальня, буфет. Таким образом пытались привлечь солдат к чтению всевозможных газет и другой агитационной литературы. Однако солдаты реагировали на это по-своему. Очень часто, когда тот или иной агитатор приходил в казарму, чтобы начать митинг или побеседовать с солдатами, им в ответ заявляли, что прежде чем кормить солдат митингами, нужно накормить их хлебом. То есть бывало и такое. Многие солдаты довольно халатно относились к своим обязанностям, то есть к военной службе. Они не убирали казармы,
Многие из них посвящали все свое свободное время игре в азартным играм, то есть в карты, в домино, в лото. Многие из них игнорировали даже обязательные занятия по обучению. Неудивительно, что первые подразделения, которые отправлялись на фронт, после вступления в бой сразу же разбегались. Довольно много солдат решалось на дезертирство, особенно это происходило осенью или зимой 1918 года, в связи с тем, что многие казармы были неотапливаемы, а мундирование теплое отсутствовало, многие решались и на такой шаг. Конечно же, перед отправкой на фронт многие солдаты также высказывали свое недовольство. Один из таких случаев произошел в ноябре 1918 года, когда перед отправкой на фронт солдаты собрались на площади и стали требовать выдачи им теплого обмундирования, хорошей обуви. После того, как председатель Саранского исполкома Бусыгин вышел к толпе и предпринял попытки как-то утихомирить солдат, они стащили его с трибуны, сняли с него сапоги, но в итоге впоследствии разошлись, и на следующий день они отправились на фронт. Несмотря на указанные многочисленные недочеты, к осени 1918 года многие из них удалось исправить. Взаимоотношения между мобилизационным отделом и Саранским военным комиссариатом удалось наладить, стало поступать продовольствие. После того, как сотрудники мобилизационного отдела стали рассылать многочисленных агентов по территории молодой Советской Республики, которые закупали продовольствие, скот, обмундирование, эту проблему также удалось решить. Тем не менее, долгое время первые солдаты, как уже было сказано выше, прибывали на фронт без винтовок, без обмундирования, совершенно необученными. Но на это тоже была своя причина. Фронт в то время находился в достаточно тяжелом состоянии, а армия требовала пополнения, и поэтому первые эшелоны приезжали именно в таком состоянии. Тем не менее, в апреле 1919 года мобилизационный отдел прекратил свое существование в связи с тем, что финансирование, которое требовалось на реализацию всех необходимых задач, оно было достаточно большим, поэтому армейское командование приняло решение ликвидировать данный орган, и уже весной, в апреле 1919 года, мобилизационный отдел прекратил свое существование. За все это время, то есть с августа 1918 года по апрель 1919 года, через мобилизационный отдел прошло 22 тысячи призывников. Было сформировано большое количество пехотных, кавалерийских, артиллерийских частей, за счет которых снабжались не только части и соединения Первой армии Восточного фронта, но и другие воинские формирования Красной армии, действующие на фронтах гражданской войны. Спасибо большое за внимание. Всем удачи, до новых встреч!